В Абхазском многоотраслевом колледже наконец возобновились занятия. Студенты кулинарных отделений больше других ждали открытия, потому что их ждала новая профессиональная кухня. Ремонт и оснащение здесь провели в рамках совместной программы ЕС и ООН по улучшению среднего профессионального образования. Лаборатория была запущена в прошлом году, но, к сожалению, из-за коронавируса мы не могли использовать ее на полной мере. И для того, чтобы запустить его правильно, чтобы запустить его интересно, мы пригласили известного и очень уважаемого повара, шеф-повара из Москвы, который сейчас помогает молодежи осваивать современные подходы к кулинарии и современные подходы к современной кухне. Шеф-повар из Москвы Азиз Нагайбаев консультирует поваров, помогает разрабатывать меню для новых ресторанов и проводит мастер-классы для взрослых. Для абхазских студентов он привез программу по молекулярной кухне. Мы работаем по программе, это такая книжка «Молекулярная кухня. Секреты, модернистическая основа всей кулинарии». То есть были вначале сперва аутентичные у нас направления, азы, аутентичная именно абхазская кухня, потом мы готовили ризотто, пасты, итальянские. Первокурсница Нала Купарадзе колдует над особой смесью. В ней апельсиновый сок, мед и натуральный загуститель агар-агар. Из этого состава ребята учатся делать икру и спагетти. Здесь у нас охлажденное масло, здесь сок, который мы только что варили. Получается, набираем. Группа на мастер-класс собиралась из желающих. После первого занятия, когда студенты узнали, чем именно будут заниматься их более инициативные однокурсники, желающими стали все, но мест уже не было. Карен Макартычан рассказывает, что на мастер-классе научился готовить блюда, о которых раньше даже не слышал. Готовили пасты, паттайя, орзо, ризотто мы готовили, поке, фобо готовили. Такие названия мы не знали раньше. В предыдущий раз, когда мы снимали студентов-поваров, Оксана Зюзина за обычной партой училась нарезать овощи и делать украшения. Сейчас она с восторгом рассказывает, какие возможности открывает новое оборудование кулинарной лаборатории. Здесь, конечно, инновации круче, намного круче, чем в той лаборатории, да. Если мы могли сказать, что та лаборатория, домашняя наша кухня, а это просто знаете, как в ресторанах. В ресторанах реально битва шефов показывают по телевизору. Тут есть духовки, здесь есть которые раскатывают тесто, они могут раскатать тонко. Здесь есть разные приспособления, которыми ты можешь приготовить крем, можешь сделать разные пирожные. Как раз на втором курсе мы это будем делать. Задание от шефа на сегодня – десертные хачапуры. Они готовятся из бездрожжевого слоеного теста с муссом из сливочного сыра и желтком из абрикосового джема. Я их делю на 2-3 команды и иногда команду на 2 части, то есть, соответственно, формат такого конкурса. Победившая команда получит этот фартук. Да. Самый хорошо проявивший себя здесь и желающий работать студент получит от меня так называемую шпаргалку для поваров. Это готовое меню, то есть в любом ресторане можешь приходить и открывать. Помощь, которую получают абхазские колледжи в рамках совместной программы ЕС ООН по улучшению среднего профессионального образования, направлена на его популяризацию и улучшение условий обучения. Когда люди куда-то выезжают, они чаще всего, по 50% это они хотят посетить какое-то место, но на вторые 50% они хотят попробовать какую-то интересную кухню. Мы надеемся, что студенты освоят новые навыки, новые подходы, будут делать уникальные блюда. И мы видим, что если это они осваивают, они находят на расхват. Из этой группы, мы по нашим подсчетам, все получат хорошие предложения на хорошие рабочие места. На следующей неделе шеф-повар Азиз Нагайбаев отправится с этой же программой в Галский гуманитарный колледж. Благодаря совместной программе ЕС ООН там тоже появилась новая кулинарная лаборатория. Надежда Боровикова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.